проверить, посмотреть, изучить. То есть это не просто протокольное поручение, это как раз такая масштабная проверка. Внеплановая проверка торгово-развлекательных центров. Главный пункт – пожарная безопасность. Для поступления, конечно, в престижный вуз там нужно немалое количество баллов. История и химия. В стране продолжается досрочный этап сдачи ЕГЭ. Я думаю, что если каждый примет участие, что нашим больным, людям, которые нуждаются в крови, это будет большая помощь. «Зажги свое сердце». В Назрани прошла донорская акция. Категория земельного участка меняется только постановлением правительства нашего субъекта Российской Федерации. Борьба за чистоту природы привела в Кантышево. Ликвидация несанкционированной свалки. Он займет достойное место в экспозиции нашего музея. Государственный музей пополнился новым экспонатом. Пальма с ориксами – подарок от главы республики. Добрый вечер, это новости 24. Вся страна скорбит вместе с родными и близкими жертв пожара в торговом центре Кемерово. По последним данным, жертвами происшествия стали 64 человека. Есть пропавшие без вести. Слова поддержки и сочувствия в связи с трагедией приходят из разных стран. От лица ингушского народа семьям погибших в пожаре выразил соболезнования глава Ингушетии Нузбек Евкуров. Хронология событий в материале Залины Магушковой. Где наш папа? Данил, выходим, к машине, побежали. Возгорание в торговом центре произошло в разгар выходного дня. В это время там было много народу. Есть несколько версий произошедшего. По одной из них пожар вспыхнул в зрительном зале кинотеатра, по другой – в детском развлекательном центре. Но установить очаг возгорания пока невозможно. Очевидцы рассказывают, что огонь распространялся очень быстро. Во время эвакуации возникла давка. Пожарные выходы оказались заблокированы. Некоторые выпрыгивали из окон. Там человек какой-то. Площадь возгорания составила более 1500 квадратных метров. Следственный комитет возбудил уголовные дела сразу по 3 статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекших смерть 2 и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В списке погибших в результате пожара в торговом центре по уточненным данным 64 человека. Началась процедура опознания. Установлены личности 5 жертв трагедии. В больницах больше 11 пострадавших, 2 в тяжелом состоянии. Остаются пропавшие без вести. Паника, хаос, народ бежал. Во-первых, темно становилось. Свет погас, эскалаторы не работают, лифт не работает, народ бежит, люди падают. Несмотря на то, что пожар уже ликвидирован и над торговым центром нет дыма, внутри здания сильно задымлено. По-прежнему остается угроза обрушения перекрытий на 4 и 3 этажах. У нас наиболее сложный участок – это обрушившиеся помещения 2 кинотеатров, потому что они фактически полностью ушли у нас на 3 этаж. К сожалению, задымление продолжается. Отдельные термоточки мы их буквально уничтожаем. И шаг за шагом продвигаемся вперед. В связи с этой трагедией глава региона встретился с прокурором Ингушетии Андреем Васильченко и обсудил с ним меры реагирования в республике. Он также дал поручение правительству, управлению МЧС и главам муниципалитетов в течение 10 дней проверить все торговые центры и места массового скопления людей в Ингушетии на соблюдение норм пожарной безопасности. Залина Магушкова, новости 24. Глава Ингушетии в связи с трагедией в Кемерово поручил созвать заседание правительства республики с участием представителей всех ведомств региона, руководителей торговых сетей и торговых центров Ингушетии, на котором будут обсуждены меры по усилению пожарной безопасности и даны соответствующие поручения. С учетом поручений Генпрокуратуры страны прокурорам субъектов о проверке соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах глава Ингушетии обсудил с прокурором республики Андреем Васильченко дальнейшие шаги по исполнению поручения в регионе. В республике помимо
Помимо торговых центров будут проверены все кинозалы, рестораны, кафе, дома культуры, рынки, все министерства и ведомства, а также объекты образования, школы и детские сады. По моему поручению председатель правительства берет руководителей крупных торговых сетей и торговых центров в том числе, и всем будет дано там поручение проверить, посмотреть, изучить. То есть это не просто протокольное поручение, это как раз такая масштабная проверка. Делаем все, чтобы не допустить таких трагедий у себя на территории. А если какой-то пожарный случай произойдет, минимизировать угрозу жизни людей. Мы отвечаем за этих людей и, конечно, должны принимать меры, максимальные меры. Я уверен, что и руководители этих торговых точек, особенно крупных торговых сетей, кинозалов, кинотеатров или мест массового скопления людей, они сами понимают, насколько это необходимо делать, обезопасивать людей, которые посещают их вот эти заведения. По его словам, на всех вышеперечисленных объектах в ближайшие 10 дней будет проверено соблюдение пожарной безопасности, наличие пожарных выходов, средств пожаротушения, планов эвакуации, пожарной сигнализации, состояние электрохозяйства, исправность внутреннего противопожарного водопровода, своевременное проведение противопожарных учений и другое. Помимо этого будут проведены соответствующие семинары, тренировки и учения. Мы максимально сделаем так, чтобы и в эти 3 дня траура в Кемеровской области быть вместе с губернатором, с народом Кемеровской области. Поэтому мной дано поручение, чтобы все увеселительные мероприятия на телевидении, ну и в учреждениях не проводить, воздержаться от этого всего и отложить эти мероприятия на послетраурный период. Еще раз хочу выразить искреннее соболезнования и, конечно, терпение, еще раз терпение родным и близким, которые потеряли в этой страшной трагедии людей. Произошедшая трагедия в Кемерово послужила еще одним поводом для проведения профилактических мероприятий в различных торговых центрах и на предмет соответствия их нормам пожарной безопасности. В связи с поручением главы республики они проводятся во всех общественных местах региона. Торговые центры, рестораны и прочие места массового скопления людей будут осмотрены специалистами. Наличие огнетушителей, датчиков аварийных выходов и возможность беспрепятственного прохода к ним. Все эти меры должны быть соблюдены в рамках установленных норм пожарной безопасности. О ходе проверки сюжет Наты Ивлоевой. Вот запасной выход. Пожарная безопасность крупных торговых и развлекательных центров – один из самых остростоящих вопросов за последнее время. В связи с этим проводятся профилактические мероприятия во всех торговых центрах и местах массового скопления людей. Один из них – торговый центр «Фабрика». Особое внимание при проверке обращено на систему автоматической противопожарной защиты и эвакуации людей при пожаре. Вот видите? Ну, здесь срок нормальный. В здании доступны все черные выходы. Вот это есть, вот. Здесь есть. Практически в каждом помещении имеются огнетушители. И что немаловажно, полностью соответствуют всем предъявляемым требованиям. А также есть датчики пожарной безопасности. И возгорание даже произошло, да? Да. Ну, все видно. Все видно. Это все павильоны? Да, павильоны, даже двор, видите? Подсобные помещения тоже? Да, и подсобные. Масса нагорит. Я вижу, что здесь пожарная сигнализация есть. И автоматическое тушение тоже есть. Есть, да. Вот. Видеокамеры есть. В общем, как я смотрю, все под наблюдением. Если где-то что-то произошло, вы, наверное, на камерах уже все видите. Да, и камеры все есть. Далее ревизоры переключили свое внимание на сети общественного питания, расположенные в том же центре. Здесь также не было выявлено никаких нарушений. В течение 10 дней проверке подвергнутся все торговые и развлекательные центры республики. Ната Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Управлении Ингушетии по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций прошло заседание, на котором подвели итоги 2017 года и поставили ряд задач на 2018 год. На встрече присутствовал первый зампред Багаудин Аздоев и зампред Магомед Ужахов. Подробности у Светланы Томовой.
В 2017 году управлением основные усилия были направлены на реализацию государственной программы республики защиты населения и территории от ЧС и обеспечения пожарной безопасности. Только за прошлый год службой 112 принято от населения и обработано свыше 130 тысяч звонков. Из них 87% по линии ЖКХ, 8% касающихся ДТП и 5% спасательных и медицинских служб. Помимо этого, сотрудники управления принимали участие в различных масштабных мероприятиях, обеспечивая жизнедеятельность жителей нашей республики. 2017 год тоже был чреват событиями, на которые управление республики отреагировало должным образом. Я считаю, что благодаря именно профессионализму и действиям личного состава управления, руководства управления, были проведены ряд очень важных профилактических мероприятий, предупредительных мероприятий, в результате которого не было допущено возникновения чрезвычайной ситуации, гибели людей. Первый вице-премьер Багаудин Аздоев высоко оценил деятельность управления. По его словам, работа очень ответственная и сложная, но ребята справляются хорошо, благодаря их слаженности и выдержке. Шуатсани было бы приятно, да, берките хопшим бол. Эгер, декя пожелание есть, чтобы как можно больше оставались без работы, потому что опасно было бы шумбар. За прошедшие годы проделана серьезная работа по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера. 2017 год был нелегким. На прочность спасателей испытывали пожары, ДТП, аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Но все задачи выполнены на высоком уровне, подчеркнул вице-премьер Магомед Ужахов. Конечно же, все, что связано с защитой населения от техногенных, природных катаклизмов, тоже на повестке дня стоят. Совершенно недавно, 2 дня назад, то, что происходило в Джирасском районе, и наши аварийно-спасательные службы участвовали в ликвидации последствий ураганного ветра. Опять же, было отмечено, что спасатель человека не просто предназначен для того, чтобы какие-то конкретные физические лица и граждане были спасены. Но они же фактически участвуют даже в тех вещах, когда не свойственных им, но тем не менее эти задачи выполняют. Также в 2017 году спасателями совершено свыше 550 выездов на поисково-спасательные работы, что составило более 1500 часов. Ну а в рамках программы «Безопасный город» на территории Магаса в тестовом режиме установлены 39 камер видеонаблюдения. Вся эта работа будет продолжена и в текущем 2018 году. На 2018 год у нас основная задача – это завершение создания системы 112 по всей территории Республики Ингушетия и продолжение ведения сегмента АБК «Безопасный город» на всех основных муниципальных территориях Республики Ингушетия. И самая главная наша задача – это обеспечение повышения качества защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Это работа экстренных служб 112 и работа поисково-спасательного отряда в республике. Ну а завершилось мероприятие на приятной ноте – вручением сотрудникам управления почетных грамот и благодарности от правительства Ингушетии. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24. Сегодня по всей стране прошла сдача единого госэкзамена по химии и истории. Это досрочный этап, когда у выпускников прошлых лет, не сдавших экзамены, есть возможность пересдать. Кроме того, в это время сдают ЕГЭ ребята, которые по различным причинам не смогут сдать его летом, в основной период. Напомню, на прошлой неделе ребята уже прошли испытания по географии, информатике и русскому языку. Досрочный этап сдачи ЕГЭ стартовал 21 марта и продлится по 11 апреля. Как ребята сдавали историю и химию, расскажет Амина Бокова. Досрочный экзамен по обязательному для всех абитуриентов русскому языку уже позади. Но спокойствие выпускникам и их родителям это, судя по всему, не прибавляет. Пункт сдачи ЕГЭ, где сегодня сдают историю и химию, буквально окружила группа поддержки абитуриентов. Кто-то молча провожает, а кто-то дает последние наставления на удачу. Тем временем в самой школе уже проходит регистрация участников ЕГЭ. Обязательная процедура – проверка документов, прохождение через металлодетекторы и рамку. И только после этого можно отправиться в аудиторию.
Для Амины Патиевой это уже 3-й экзамен в этом году. И, как признается девочка, самый важный. Амина с детства мечтает стать юристом и поступить в один из престижнейших вузов страны – Московскую юридическую академию имени Кутафина. Для этого ей необходимы высокие баллы по истории. Я сдаю также обществознание и русский язык. И для поступления, конечно, в престижный вуз там нужно немалое количество баллов. Поэтому, конечно, ожидаются высокие результаты. Участники досрочного этапа ЕГЭ – выпускники прошлых лет, а также спортсмены и участники Олимпиады, которые не смогут прийти на экзамен в основную волну. Кстати, в этом году ЕГЭ пройдет в 3 этапа – досрочный, основной и дополнительный. Первые экзамены начнутся уже с 28 мая по 2 июля, а дополнительный с 4 по 15 сентября. До начала экзамена осталось совсем немного. Кимы для участников ЕГЭ уже готова, остался обязательный инструктаж. После получения результата ЕГЭ вы можете подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение 2 рабочих дней после официального дня объявления результата ЕГЭ. Традиционно участников ЕГЭ, сдающих историю, больше, чем те, кто выбрал химию. Экзаменационная работа по истории состоит из 2 частей – блок заданий по картам и историческим источникам. Ну и, конечно же, сочинение. По мнению самих разработчиков КИМа, самое сложное задание – то, в котором требуется подобрать аргументы в поддержку или опровержение для какой-либо спорной исторической ситуации. Кстати, в прошлом году из работы полностью убрали тестовую часть. В нашей республике экзамен по истории сдают в 2 пунктах. Это 11-я и 5-я средние школы города Назрань. У нас зарегистрировано 225 участников на 14 аудиторий. Да, это не первый экзамен, это уже 3-й экзамен на этом пункте. Все экзамены прошли по штатному режиму, без замечаний. На данном пункте у нас камеры немножко широкоугольные, то есть они разительно отличаются от тех, которые стоят на других пунктах. Они намного четче показывают за записью звука. А металлоискатели – это стандартно для всех пунктов, без исключения. Если говорить о новшествах, то в этом году бланки с заданиями впервые печатаются прямо в аудиториях. Также любой желающий может стать общественным наблюдателем и лично следить за ходом экзамена, не выходя из собственного дома. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте смотри-егэ.ру и получить доступ к онлайн-трансляции. Ну а результаты сегодняшнего экзамена станут известны уже 9 апреля, а следующее ЕГЭ будет уже по иностранным языкам и состоится 28 марта. Амина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24. В России создадут вакцину от наркомании. Препарат будет блокировать действие определенного психотропного вещества. Пока речь идет только об опиатах, вроде морфина и героина, но в будущем ученые надеются расширить этот список. Препарат будет блокировать действие определенного психотропного вещества за счет выработки антител к нему. Они должны связывать наркотик в кровяном русле, а в дальнейшем организм запомнит этот антиген и начнет вырабатывать антитела самостоятельно. В основе вакцины антитела получены из лошадиной крови. Опыты на животных показали, что препарат активен в течение года после введения, поэтому прививаться придется повторно. Если испытания пройдут успешно, то вакцину можно будет вводить подросткам в рамках профилактики наркомании. За последние несколько лет общее число наркозависимых в России снизилось на 2%. Ежесекундно во всем мире у самых разных людей возникает потребность в переливании крови в результате различных обстоятельств. Чужая кровь позволяет спасать миллионы человеческих жизней и обеспечивает ее резервные запасы и регулярное донорство. Акция «Зажги свое сердце» прошла в Назрани. Желающих стать донорами оказалось много. Хадиби Кузарова продолжит. Вот такая очередь образовалась у стойки регистрации за считанные минуты. Эти люди спешат поделиться каплей жизни с теми, кто в этом нуждается. Среди них и Мадина Ахильгова. В 2015 году она попала в ДТП и сама оказалась в списке тех, кому нужна кровь. По словам Мадины, в то время она не осталась одна. Помнит, как приходили незнакомые ей люди и сдавали кровь, чтобы помочь ей. Тогда она твердо решила, что как только ей позволит здоровье, станет донором. Объявляют, что нужна срочная кровь, и моя группа подходит. И я с удовольствием откликаюсь и сдаю кровь. Я думаю, что если каждый примет участие, что нашим больным, людям, которые нуждаются в крови, это будет большая помощь. Акции по сдаче крови всегда собирают большое количество желающих помочь. Ведь тема донорства популярна во все времена. Именно для пропаганды в регионе жертвования крови и ее компонентов в 2017 году создан проект «Зажги свое сердце». Он сразу получил всеобщее одобрение и поддержку. За 2 года, что проводится эта акция, сотни людей получили долгожданную помощь. Акция «Зажги свое сердце» фондом КДЛ проводится регулярно. Сегодня кровь сдают студенты медколледжа, представители клуба Ингушетия Мерседес-Бенц,
активные доноры фонда, и из них очень много новичков, что не может не радовать. Ребята с энтузиазмом откликнулись на призыв в соцсетях. Всех жителей республики мы призываем совершать добрые дела, спасать жизни и сдавать кровь вместе с нами. Среди тех, кто пополнил ряды доноров, и Муса Далгиев. По его словам, когда услышал, что КДЛ проводит благотворительную акцию по сбору крови, решил попробовать. Первый раз немного переживал, но понял, что зря. После сдачи крови Муса чувствовал себя прекрасно, хотя бы от мысли о том, что этим поступком он, возможно, спас чью-то жизнь. Донором я являюсь уже последние пару лет. Сдаю кровь и регулярно, стараюсь, по крайней мере, каждые 2 месяца, так как срок между донациями должен составлять для мужчин не менее 2 месяцев. Также по необходимости бывают случаи, то, что я готов сдать, по просьбе я сдаю фрагменты крови. Там помимо крови это лимф, тромбоциты, эритроциты и так далее. За последние годы количество доноров в нашей республике стремительно растет. Если раньше потребность в переливании была проблемой больного и его семьи, то сейчас много неравнодушных людей, которые готовы поделиться своей кровью с теми, кто в этом нуждается. Хайди Бекбузарова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Смотрите далее в программе. Борьба за чистоту природы привела в Кантышево. Ликвидация несанкционированной свалки. Государственный музей пополнится новым экспонатом – пальма с мориксами. Подарок от главы республики. Вико, пить, наследника родить. Поздравляю, папаша, мальчик у вас. Эй, Вико, живи легко. Эй. Как правило, на ранней стадии вылечить болезнь проще, поэтому очень важно вовремя ее выявить. С появлением в республике онкодиспансера и благодаря установленному в нем оборудованию врачом стало проще диагностировать заболевания и назначать лечение. Дана Плиева продолжит. Онкодиспансер начал функционировать в Ингушетии в 2017 году. Здесь проводятся операции по удалению опухоли, если другие методы, лучевая и химиотерапия, не подходят больному. Вот такого объекта позволило выявлять заболевания на ранних стадиях и лечить уже запущенный недуг. За столь короткое время здесь поправили свое здоровье около 1500 пациентов и сделано более 500 операций. У нас более 5000, если точнее, то 5127 пациентов со злокачественными новообразованиями. Более 5 лет на диспансерном учете, из них находится у нас около 70%. Это показатели вполне соответствуют общероссийским показателям. В ведущих регионах, там Москва, Татарстан, там показатель 5-летней выживаемости чуть получше, но в целом общем, по сравнению с субъектами СКФО, у нас показатель вполне адаптированный и адекватный. Центр оснащен оборудованием, которое позволяет качественно и своевременно провести диагностику больного. Своевременное обследование пациента оставляет ему больше шансов на выздоравливание. В диспансере применяется как лучевая диагностика, так и эндоскопическая. Мы проводим диагностику опухолевых заболеваний как на ранних стадиях, в стадии маленьких полипов, так и в стадии больших образований. Берем биопсийный материал при помощи щипцов, которые заводятся внутрь аппарата, и отправляем на гистологическое исследование эти материалы. Далее приходит четкий ответ, какая опухоль, какой характер опухоли, и дальше уже хирурги могут вести разговор об операции. В самом центре присутствует большое количество отделений различных видов раков и заболеваний. К примеру, лечением рака кожи занимается отделение лучевой диагностики. Здесь имеется одно из современных оборудований XL150. Работает с этим аппаратом Мадина Хадиева, квалифицированный врач-радиопевт. Сжигаются клетки, на этом месте образуется, так сказать, корка.
ожог, физиологический ожог, который организм может перенести. Последствием там образуется корочка, это как любая ранка, покрывается коркой. Корка у нас отпадает, и, в принципе, там уже все бывает чисто. На сегодняшний день в онкодиспансере находится около 80 пациентов, и ровно половина пациентов этого отделения. Основная популяризация такой терапии – отсутствие хирургического вмешательства. Причин назначения несколько – вид ракового заболевания, индивидуальность организма и мнение пациента. Но основная кроется в возрасте. Большинство больных раком кожи в республике – пожилые люди, для которых риск операции слишком велик. Самый старший пациент, можно сказать, ему было 119 лет. Да, старичок был такой довольно активный, и он излечился довольно, прогноз у него был благоприятный. Это был базально-клеточный рак теменной области головы, и все вылечилось, можно сказать. Пациент был благодарен. Если аппарат XA-150 лечит рак кожи, то линейный ускоритель используют для лечения рака уже на внутренних тканях и органах. Уникальность аппарата заключается в уменьшенном количестве дозированных лучей, которые поступают в организм человека с разного ракурса. Если бы мы всю дозу будем давать с одного поля, то есть с одного направления, то этот луч будет прожигать на своем пути все ткани. Мы разбиваем этот луч на толерантные пучки, очень много пучков, так, чтобы каждый из них по отдельности был безобиден, а в сумме, когда они сходятся все вместе в центре опухоли, для опухоли это было смертельно. Эту терапию не зря называют органосохраняющей. За отсутствие грамотного распределения лучей в организм человека есть риск получить большую дозу радиации и повредить внутренние органы. Поэтому этой работой занимаются медицинские физики. Перед тем, как пациент приступит к процедуре, они обязаны провести планирование лучевой терапии. Пациента берут на разметочное КТ, то есть имеется в виду ту зону, которую мы должны облучить, мы должны сперва увидеть на КТ. Потом мы эту зону нарисуем и даем физикам понять, где именно нужно подвести лучи. А потом они дальше планируют, как правильно, чтобы избежать лишнего облучения здоровых тканей, они должны таким образом подвести эти лучи. Во время прохождения процедуры в кабинете имеет право находиться только пациент, так как для самих врачей есть риск получить лишнюю дозу радиации. Потому каждый работник в этом отделении носит дозиметр и в конце месяца проверяется на количество полученной радиации. К сожалению, лишняя доза ее получения тоже одна из причин раковых заболеваний. Но кроме них присутствуют и другие факторы, которые приводят к их повышению уже в обществе. Неправильное питание, качество продуктов, употребляемых в пищу. На сегодняшний день практически нет на нашем общем столе ничего из продуктов, что при длительном применении не могли бы вызывать злокачественное образование. Потому что в основном сейчас пища или продукты питания, они с большим количеством химических добавок. Окружающая среда тоже не становится лучше. Поэтому все эти факторы, в том числе и генетические, они не способствуют тому, что заболеваемость будет снижаться. Особую значимость решения этой проблемы отметил и в своем ежегодном послании президент России Владимир Путин. Уважаемые коллеги, практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда – рак. Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека. У нас есть такой позитивный опыт. Как на государственном, так и на медицинском уровне на сегодняшний день проблема онкологических заболеваний остается одной из важнейших, и потому необходимо пройти своевременное обследование, которое поможет выявить болезнь и устранить ее на раннем этапе. Дана Плиева, Гапурчик, Киев, Новости 24. В Госдуму внесен законопроект о цифровых финансовых активах. Он предлагает статус криптовалют не как финансовых активов и платежных средств, а как имущество в электронной форме. Сделки с использованием криптовалют на территории России будут проводиться в особом порядке. Условия будут закрепляться в электронном договоре смарт-контракте. В свою очередь, Российская ассоциация криптовалют и блокчейна резко раскритиковала законопроект, заявив, что он создает преимущества для работы с криптовалютами для зарубежных инвесторов, ущемляя возможности российских.
Борьба с несанкционированными свалками продолжается. В этот раз склад отходов организовали в Кантышево. Туда-то и отправились сотрудники Россельхознадзора. Но помимо этого правонарушения они обнаружили еще одно. Все подробности у Микаила Тангиева. Невыносимый запах мусора, разбросанного по всей округе, чувствуется за несколько сот метров. Несмотря на многократные предупреждения и угрозы штрафами, местные жители продолжают периодически сбрасывать здесь бытовые и строительные отходы. А тем временем все вокруг спешат снять с себя ответственность, показывая инспекционной комиссии документ, якобы подтверждающий, что эта земля не в их юрисдикции и принадлежит другому лицу. Это Филькина грамота. Они здесь комиссии сделали. Если постановление правительства, категория земельного участка меняется только постановлением правительства нашего субъекта Российской Федерации. Тут постановления правительства нету. С комиссии отвода я. Сотрудники Россельхознадзора отмечают, что организация свалки в подобном месте может повлечь за собой существенный вред верхнему плодородному слою земли. И тут же они провели комплекс мероприятий и выявили факт массового загрязнения окружающей среды. В наше управление поступило сообщение в виде письма от Комитета экологии о том, что на административной территории сельского поселения Кантышево на землях сельхозназначения организована свалка твердых бытовых отходов. То есть свалка несанкционированная, незаконная. Это является нарушением требования земельного законодательства Российской Федерации. Данная свалка несанкционированная. Впрочем, вред эта свалка наносит не только людям, но и природе. От запаха и летающего мусора по округе страдают сельскохозяйственные угодья. По словам инспекторов земельного надзора, выброс мусора на этой территории – нарушение сразу нескольких законов. По предварительной информации, по имеющимся у нас документам, данный земельный участок принадлежит по договору аренды ГУП Сергу Орджоникидзе. Но я еще раз повторюсь, нами проводится весь комплекс мероприятий на установление личности, конкретно кому или хозяйствующего субъекта, кому принадлежит данный земельный участок, для дальнейшего привлечения его к административной ответственности. Как говорится, беда не приходит одна, и в ходе осмотра территории сотрудники Россельхознадзора обнаружили еще одно правонарушение. На этот раз далеко идти не пришлось. Прямо посреди свалки незаконным путем организовали карьер для добычи полезных ископаемых. Тут же и техника, предназначенная для осуществления этой незаконной деятельности. Мы обнаружили экскаватор, которые проверили, регистрационных документов не оказалось в наличии. Мы пробьем по базе, все проверим. Если техника не зарегистрирована, не стоит на регистрационном учете, привлечем к административной ответственности. По статье 19.22 незаконная регистрация транспортных средств. Незаконная добыча песчано-гравийной смеси также является грубейшим нарушением требований земельного законодательства. Тем более, что никаких документов, разрешающих вести подобную деятельность, не имеется. Этот земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения предназначены только для переработки и производства и переработки сельхозпродукции. Но, как мы с вами можем наблюдать, здесь ведется добыча песчано-гравийной смеси, то есть полезных ископаемых, что не предусматривается действующим законодательством, земельным законодательством Российской Федерации. Кто виноват, еще предстоит выяснить. Ясно одно – избежать административного наказания не получится. Все собранные материалы будут отправлены по инстанциям. Ну а пока идут разбирательства, мусор продолжает травить людям жизнь, а природе почву. Микаил Тангиев, Рахман Цуров, Новости 24. Ингушский театр юного зрителя с 24 по 26 марта находится в рамках гастрольного тура в Пятигорске и Ставропольском крае. В детском кукольном театре «Золотой ключик» ингушские артисты представляют юным зрителям Ставрополья 2 спектакля «Красную шапочку» и «Сестрицу Аленушку» и «Братца Иванушку». Организаторы надеются, что игра актеров ингушского тюза увлечет не только детей, но и взрослых, а также, что эта встреча положит начало дальнейшим теплым отношениям между театральными коллективами. Глава Ингушетии Узбек Евкуров передал Ингушскому государственному музею краеведения имени Туганова-Мальсагова ценный экспонат – пальму с ориксами. Это вымирающий вид антилоп, который является национальным символом Катара. Данный экспонат является подарком, преподнесенным главе и миром государства. Зарина Могушкова продолжит. Он займет достойное место в экспозиции нашего музея. Животных, изображенных возле пальмы, называют ориксами. Это редкий вымирающий вид антилоп. Он занесен в Красную книгу, тщательно охраняется правительством Катара и объявлен наследием стран арабского бассейна. Это животные заката и рассвета. Они пасутся в сумеречной прохладе, а днем скрываются от палящего солнца в тени. Ориксы являются национальным символом Катара. Статуэтка выполнена из драгоценных металлов. Арабское золото, исполнено вот это само дерево пальмой.
и животные орикас, которые вокруг него, значит, размещены. Это белое золото рабское и, можно сказать, другие вот напыления, которые вот очень искусно сделаны. Данный экспонат является подарком, преподнесенным Юнусбеку Евкурову эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамад бин Халифа Аль-Тани во время официального визита ингушской делегации в феврале этого года. Впрочем, в музее за последние годы собран целый комплекс экспонатов, привезенных главой республики из различных стран, в том числе драгоценные подарки из Саудовской Аравии. Это эксклюзивные часы, серебряные четки и ручка, инкрустированная драгоценными камнями, а также ювелирные украшения, запонки и перстень. В будущем, в историческом плане, да, сегодня даже мы не замечаем порой, что делается сегодня. А это очень велико. Завтра это уже антиквариат, это уже культурно-исторические ценности нашей эпохи. И наши потомки с гордостью будут говорить о них, о нашей сегодняшней истории. А правительство республики, в свою очередь, готовит перечень экспонатов для создания уголка ингушской культуры в музее шейха Фейсала бена Касима Аль-Тани. Предметы будут отражать этническую специфику ингушей. На данный момент в перечень вошли женские и мужские национальные костюмы, серебряные украшения и предметы бытовой утвари. Это средневековые женские костюмы ингушские с курхарцами, это мужские костюмы, это современные вот наши национальные праздничные костюмы, мужской и женский. Это, конечно же, наши кинжалы, газыри, наши головные уборы мужские. И много-много другого. Наш кудыл водоносный, кумганы, вот, которые имеют специфику нашего национального быта, этнографии. Для музея краеведения этот дар имеет большое значение, ведь данные экспонаты будут отображать новую историю и основные этапы становления республики для будущих поколений ингушей. Залина Магушкова, Адам Далаков, Новости 24. К этому часу это все новости. Всего доброго.